Здравствуйте! В эфире праздничный выпуск телекомпании «Новый век», в студии Чинчик Ашпукол. Сегодня в выпуске. В местечке Тузбулак прошло открытие первого международного фестиваля тувинской баранины. Съезд животноводов республики, итоги встречи. На второй международный фестиваль Хуймей в центре Азии съехались гости из разных уголков мира. А теперь об этих и других событиях более подробно. В местечке Тузбулак сегодня прошла самая зрелищная и самая интересная часть НАДМа – чемпионат республики по конным скачкам. Всего в скачках приняли участие около 400 всадников по разным дистанциям – 10, 20 и 40 километров. Цель мероприятия – популяризация и дальнейшее развитие конного спорта в Туве, выявление сильнейших лошадей и лучших наездников, а также повышение их спортивного мастерства, а также определение очередных чемпионов национального праздника НАДМ-2017. Кто стал победителем чемпионата республики по конным скачкам, расскажем в следующем выпуске новостей. Параллельно со скачками прошел республиканский этап первого международного фестиваля тувинской баранины. 16 участников со всех уголков региона собрались, чтобы показать свое мастерство в изготовлении блюд из баранины. Одно правило на всех – баранина должна быть именно тувинской, а дальше – полет фантазии. На фестивале побывала и наша съемочная группа. Международный гастрономический фестиваль тувинской баранины в республике проходит впервые. Он собрал 16 участников из разных районов Тувы и около 7 из других городов и стран. Открытие и первый региональный этап фестиваля прошел в местечке Тузбулак. По словам организаторов, место было выбрано специально, чтобы охватить больше людей, которые по правилам конкурса могут стать участниками народного голосования. Мы считаем, что обязательно надо нашу тувинскую баранину популяризировать в средствах массовой информации по всему миру, чтобы все знали, что в Туве, в России самая вкусная и интересная баранина есть. Все участники готовили под открытым небом. Каждый мог воспользоваться необходимой бытовой техникой в зависимости от сложности рецептуры. В почете у местных поваров традиционное блюдо из тувинской баранины, где минимум специй и соусов. Изюминка в самой баранине. Так как наше мясо самое вкусное по всей России считается, мы минимально добавляли специи. В основном как бы все естественное, с естественным вкусом. Самые разные блюда, от всеми излюбленного хана до европейской кухни. У кого-то медальоны из баранины с секретным ингредиентом, приготовленные на открытом огне, а кто-то готовит блюда из бараньих ребрышек под названием муфта уренхайской принцессы. Каждый как один утверждает, что жюри не сможет устоять перед нежным и сочным вкусом мяса. Мы готовим ногу молодого барашка, томленную в красном сухом вине с запеченными овощами, специями. Потом мы будем готовить, мы приготовили бастурму собственного приготовления, то есть тоже из местной баранины. Каре ягненка будет у нас в брусничном соусе. И люля-кебаб из баранины. Вот баранину мы томим. То есть вот это блюдо у нас основное на конкурсе. Некоторые из участников отмечают список преимуществ местной баранины. Тувинское мясо отличается по вкусовым качествам в силу удаленности и особенного климата республики и выращивается традиционным отгонным способом, без каких-либо искусственных вмешательств. Помимо приглашенных экспертов в приготовлении мяса, участников также будут оценивать и обычные люди. 15 августа в скульптурном комплексе Центра Азии пройдет второй международный этап фестиваля. Чинчисамбуга Буяноин, телекомпания «Новый век». Съезд животноводов Тувы дал старт мероприятиям в честь Дня Республики и праздника НАДМ. Главная встреча с передовиками прошла в Доме правительства. Съезд прошел в 9-й раз. Районы Тувы представили 160 делегатов. Впервые участвовали представители этнических тувинцев из Монголии. 5 делегатов съезда получили государственные награды. Почетная грамота главы Республики Тыва вручена Чабану Мупторгалы Авюрского района Алдын-Олу Дангаку и начальнику Кошагальского районной станции по борьбе с болезнями животных Республики Алтай Жанару Баяндинову. Памятной юбилейной медали в ознаменование столетия единения России и Тувы и основания города Кызыла удостоена главный ветеринарный врач лаборатории Республиканского центра ветеринарии Татьяна Пономаренко. Почетное звание «Заслуженный животновод Республики Тыва» присвоено главе личного подсобного хозяйства села Чахоль Александру Санду и Чабану племенного овцеводческого хозяйства Теспен Тесхемского района Орлану Айдупу. В рамках съезда 7 чемпионам НАДМа 2017 года по разным номинациям вручены сертификаты на приобретение солнечных электростанций. Тонгака Алдынова Таптыевича, Чабана муниципального унитарного предприятия Торговы Сумона Туста Авюрского района.
Также в рамках проведения праздника животноводов Тувы состоялась церемония передачи ключей от машины для бурения скважин. Специализированное транспортное средство для бурения скважин приобретено по итогам конкурса на предоставление гранта главы Республики Тыва для предпринимателей, объявленного в январе текущего года. Победителем стал один из двух претендентов – индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства Айол Мады из Эрзинского района. По условиям соглашения предприниматель будет оказывать услуги бурения скважин на воду участникам губернаторского проекта «Кыштак для молодой семьи-2016». Предприниматель будет оказывать услуги стоимостью 1500 рублей за 1 метр бурения скважины, тогда как на рынке эта стоимость составляет не менее 3500 рублей. Надым-2017 по традиции начался с открытия юрточного городка в местечке Тозбулак. Накануне состоялся заезд участников праздничных мероприятий, куда съехались передовики-животноводы, молодые фермеры, члены администрации со всех районов Тувы. Участники будут соревноваться в конкурсе на лучшую юрту, национальное блюдо и традиционный тувинский чай. Наша съемочная группа наблюдала за приготовлениями к празднику животноводов. Традиционно тувинский народ использовал для жилища юрту вот такой круглой формы. Всегда обязательно дверь ставилась в сторону восходящего солнца, на восток. Когда начинают юрту собирать на месте, определяют место специально, чтобы оно было на немножко возвышенности около речки, чтобы было для стада хорошие места пастбищ. Определяли место. И когда начинали юрту собирать, всегда начинали с двери, с каркаса двери. Ставили дверь и начинали стену возводить. Хоть эта юрта и является выставочным экземпляром администрации Лухемского района, но собрана по всем правилам. Использованы только натуральные материалы – кожа, войлок, ива. Внутри резная красочная мебель. Съезд животноводов, ветеранов по окончании своих трудовых будней для общения между собой, для выставления достижений в животноводстве, а также обмен опытом, когда все собираются, друг с другом общаются, передают свои передовые опыты, достижения рассказывают друг другу. А это традиционный жилой берестяной чум тоджинцев. Мебели нет, на земле постелены шкуры. Хозяева чума выставили атрибуты народного промысла. Основное занятие оленевода – охота и рыболовство. На остальное просто нет времени, рассказывает оленевод Юрий Хунажик. И только иногда для себя и семьи шьет одежду и обувь. Хозяйка чума делает женские украшения из рыбьих костей и когтей хищников, а из голов животных шьет сумки. Это наши основные дары, они бывают вообще, они шьют шкуру, она тоже не промокает. Здесь мы переносим с места в место продукты и другие необходимые для оленеводов. А это наш инструмент, который мы сетляем на олене, на это сетляем и возим груз. Олень поднимается 160 килограмм можно спокойно. Это бык, его 8 лет, он бык-производитель. А это рядом стоит, она кастрированная, она рабочая. Олень, это наш транспорт оленеводов, охотников. На ней мы все возим, кочуем с места в место. Это потайга самая лучшая. Ни болото, ни гора, ничего не страшно на ней, как сядешь. Назын Буянды Чабан 7-й год работает во благо сельскохозяйственного производственного кооператива «Байхол» Эрзинского района, где держат и разводят верблюдов. В хозяйстве 52 голов верблюдов, еще 8 верблюдятов есть. Верблюд на это время написано в Красной книге. А кроме верблюда у вас какой скот есть? Овцы и баран. И коровы есть.
Главный смысл надума – возрождение культа труда, чествование чабанов, табунщиков, оленеводов, которые сегодня, сохраняя многовековой, наработанный предками опыт, обеспечивают благосостояние сегодняшней Тувы, являются хранителями традиций. Все торжества в честь праздника начались именно здесь, с открытия центральной площадки празднества городка Изюрт, традиционного жилища тувинских скотоводов. Диана Баямбугус-Буянаюн, телекомпания «Новый век». Далее реклама, не переключайтесь. Школьная акция в светофоре только на Калинина 25А. Тетради, обложки, папки и многое другое. Успевай на моментальную лотерею при покупке от 1000 рублей. Сумки в роддом, подушки для отдыха, магазин для будущих и кормящих мам 9 месяцев. Теперь еще ближе к вам. Чульдум 31, торговый центр Алексеевский, 2-й этаж, отдел 50. Продолжаем выпуск. Сегодня в Доме туризма состоялась презентация региональной общественной организации Федерация альпинизма и горного туризма под названием «Лучше гор могут быть только горы». В нем приняли участие Альпинистская спортивно-туристические федерации Тувы. В рамках мероприятия было подписано трехстороннее соглашение. Подробно расскажет Диана Баямбугус. Лучше могут быть только горы. Под таким названием прошла презентация Федерации альпинизма и горного туризма Тувы. Мероприятие открыл Анатолий Дамбахорок, зампредседателя правительства республики. У нас есть буддийская религия. Чем ближе, тем лучше поднимаешься на вершины гор, тем ближе ты становишься к нашей религии. Это очищение. Вот такие задачи мы ставим, и в следующем году мы отчитаемся. И я вам просто скажу о том, что для меня, например, удивление вызвало, опять же, Эрзинский. В моем представлении Пакистан все время говорил о том, что самой высокой горой в Туве является Мюнтайгар. А когда мы наши все из районов отправили высоту гор на территории, Эрзинцы написали, что гора, какая-то гора, высота 4000 метров. Я сначала, как Эрзинский, я возгордился. А потом думаю, наверное, опять они что-то тут на бумаге так написали. Так это еще и показать о том, что мы, жители Тувы, мы не знаем свою Туву. Начальник физподготовки 55-й мотострелковой горной бригады Андрей Хаптяр рассказал, что у них есть инструктор по альпинизму. Недавно Олег Дамба прошел отборочный тур Центрального округа среди подразделений специального назначения. После 6-дневного восхождения на гору Эльбрус из 20 человек поднялся третьим. Он, в первую очередь, прошел отбор в сборную Центрального военного округа. Он был представителем нашей бригады. Прошел отбор. Далее команда сборной Центрального округа выступала на чемпионате вооруженных сил, где присутствовала, где участвовали спецподразделения, именно подразделения специального назначения всех видов и родов войск. За горную подготовку у сотрудников бригады есть возможность получить надбавку к заработной плате в размере 30% от оклада. Это большой стимул для занятий спортом, отметили присутствующие. Юрию Доштуголу и Вячеславу Севеку вручили удостоверение обладателей звания «Снежные барсы Республики Тува». Вячеслав Севек покорил пик Ленина высотой свыше 7000 метров над уровнем моря, а Юрий Доштугол в течение 17 лет восходил на вершину Мюнтайги 33 раза. Также сертификаты, подтверждающие восхождение
на высочайшую гору Тувы получили двое детей. Это рекордсмен Мен Гео Юн, на тот момент ему было 9 лет, и Айрана Хуренол, ей было 10. Моя дочь Хуренол Айрана, ей было 10 лет, когда мы восходили в Менгантайге с группой, которая возглавляла наша Мариана Кыргызовна. Это в честь юбилея нашего героя Сергея Кужугетовича Шойгу, в честь 60-летия нашего героя. Это было 21 мая 2015 года. С нашей группой она поднялась на вершину Менгантайге. На самую вершину, да? Да. И как там, тяжело? Ну, мы вообще-то не планировали, хотели подняться до Шире тайги, но она вообще-то была впереди шла, и дальше пошли. Между Федерацией альпинизма и горного туризма, правительством и мотострелковой бригадой подписано соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве в целях пропаганды здорового образа жизни среди населения и продвижения альпинизма как одного из олимпийских видов спорта. У нас в планах это взаимовыгодное сотрудничество между правительством, мотострелковой бригадой и Федерацией альпинизма и горного туризма именно в целях пропаганды здорового образа жизни среди населения республики, также пропаганда альпинизма и горного туризма как олимпийских видов спорта и вообще присущий вид спорта для нас, тувинцев. Наверное, все знают, что республика наша горный регион, 78% занимает горы, и с испокон веков мы кочевой народ, так что мы можем даже в отношении каждого чабана, каждого охотника, каждого жителя горных районов, кожунов сказать, что он альпинист. Достижение масса. Есть фотоотчет альпинистов и любителей. Как отметила Мариана Кыргыз, альпинизм необходимо развивать. И создание федерации – знаковое событие для большого будущего и покорения новых вершин. Диана Баямбугусерис-Ховалык, телекомпания «Новый век». Эфир продолжит новости короткой строкой. В Туве создана региональная общественная организация Федерация альпинизма и горного туризма, главная задача которой – привлечение населения к занятиям альпинизмом и горным туризмом. Председателем федерации станет альпинист Мариана Кыргыз, кандидат в мастера спорта по альпинизму, обладатель звания «Снежный барс» Республики Тыва. В актив федерации войдут представители клубов горного туризма, в первую очередь Улухемского и Чедыхольского районов, где эти виды досуга наиболее развиты. За главными событиями, посвященными празднику животноводов Надым и Дню Республики Тыва, можно будет проследить в онлайн-режиме. По старой традиции команды, занимающиеся онлайн-трансляциями, выведут несколько мероприятий на экраны в центре Кызыла, в сеть интернет, на теле- и радиоканалы. 15 августа с 13 часов стартует трансляция чемпионата Республики Тыва по национальной борьбе «Хуреш» на экран на площади Ленина и в сеть интернет. Также схватку борцов можно будет посмотреть на телеканале «Новый век». Роспотребнадзор в связи с началом продажи бахчевых культур рекомендует придерживаться нескольких простых правил при выборе арбузов и дынь. Реализация бахчевых вдоль автодорог из необорудованных торговых мест запрещена. Поэтому следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. Правительство Тувы объявляет о приеме документов от молодых людей до 35 лет для организации их стажировки в администрации главы и аппарате правительства Тувы, органах исполнительной власти в целях внедрения четкой системы прохождения молодыми специалистами стажировок и повышения квалификации. К участию в конкурсе допускаются граждане России не старше 35 лет, имеющие высшее образование и владеющие государственным языком России. Прием документов осуществляется Департаментом по вопросам государственной службы и кадрового резерва администрации главы до 31 августа включительно. Центральный банк допустил скорый рост продовольственной инфляции из-за снижения урожая овощей и фруктов. В ближайшие месяцы сохраняется риск повышения продовольственной инфляции из-за возможного снижения урожая некоторых овощей и фруктов, что может также привести к росту инфляционных ожиданий. Ограничить инфляционные риски позволит поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий, говорится на сайте Центробанка.
Международный фестиваль Хуэмей в Центре Азии продолжает собирать гостей из разных стран мира. Накануне сотрудники Центра тувинской культуры и ремесел встретили участников из Норвегии, Турции и США. Долгий перелет и ожидания в аэропортах не испортили первое впечатление о республике. Гости фестиваля с нетерпением ждут встречи с исполнителями горлового пения, так как многие из них в Туву приехали впервые. Прямо на въезде в Кызыл с кадаками и традиционным тувинским чаем организаторы международного фестиваля Хуэмей в Центре Азии встретили гостей мероприятия. Многие в Туве впервые, а для некоторых республика стала уже второй родиной. Правда, приезжать удается не так часто, как хотелось бы, признаются участники фестиваля. It's been many years then. Yes. It's very nice to see you again. More 10 years. Yes. Yes. Fantastic. Yeah, nice Fantastic. Thank you. Отпив чай, гости идут фотографироваться с тувинскими красавицами в национальной одежде. Далее в машину и сразу в Центр тувинской культуры, где их с нетерпением ждали именитые хуэмейжи. Участники турецкого ансамбля «Мешк» впервые в Туве. Любовь к горловому пению и стала причиной участия в фестивале. С тувинскими исполнителями хуэмея знакомы еще с 2005 года. Впервые встретились на фестивале мистической музыки в турецком городе Кония. Наш приезд в Туву был спонтанным 2 месяца назад, когда пригласили группу «Алаш» на наш фестиваль. Они в ответ пригласили нас на Хуэмей в Центр Азии. Сказано, сделано. Вот мы и в Туве. Самое сложное при подготовке приезда сюда было получить визу. Времени было мало, а без визы нас бы не впустили. Выдали нам визу в пятницу, а в субботу мы уже были в пути. Узнав из соцсетей о фестивале, проводимом в самом центре Азии, коллектив из Норвегии, не думая, решил принять участие. Впервые услышал Хуэмей в исполнении группы Хунхурту у себя в городе. А так как я исполняю йодель, мне стало очень интересно. Так я стал изучать тувинское горловое пение. Кроме того, я пересмотрел документальные фильмы про Туву и потихонечку начал изучать тувинский язык. Всего более 70 гостей из-за рубежа и 15 музыкантов из разных регионов России. Туву представит 130 хуэмейжи. В отличие от первого фестиваля, прошедшего в 2015 году, на этот раз в рамках Хуэмея в Центре Азии пройдут 3 конкурса. Традиционный дембельдей среди исполнителей горлового пения и 2 новых конкурса. Лучшее конное убранство «Наследие предков» и лучший видеоролик Хуэмей бренд Тувы. Чинчи Самбугай, Расхавалых, телекомпания «Новый век». И о погоде передаю слово Музе Черепановой. Здравствуйте, это прогноз погоды и я, Муза Черепанова. Но сначала о нашем спонсоре. До конца лета осталось совсем немного, но не стоит расстраиваться, потому что совсем скоро наш город посетит с гастролями единственный в России цирк Шапито на льду Гранд Сафари. Вас и ваших малышей ждет фееричный карнавал на льду, искусные акробаты, ловкие жонглеры, озорной клоун Лёлик, дрессированные животные и много интересного. Всего 4 дня в Кызыле, южный микрорайон, бывший авторынок, с 17 по 20 августа. Билеты уже в продаже в Национальном театре. Справки по телефону 8 923 550 06 22. Заранее приобретенный билет – гарантия хорошего места. Кызыл, встречай! Впервые в городе только 4 дня с 17 по 20 августа. Зимнее волшебство летом. Гастроли цирка Шапито на льду Гранд Сафари. Купол цирка расположен на территории сельхозрынка напротив Пентагона. А теперь о погоде. Днем 15 августа в Кызыле переменная облачность, возможно гроза. Плюс 26, плюс 27 градусов. Вечером и ночью столбик термометра задержится на отметке плюс 14, плюс 15. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление 705 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле немного неспокойное. Относительная влажность воздуха 43%. В течение суток местами по республике Тыва ожидаются грозы, град, усиление шквалистого ветра до 12-17 метров в секунду. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч. На этом выпуск завершен. Коллектив телекомпании «Новый век» поздравляет вас с Днем Республики и национальным праздником Надым. До свидания.